Шохлапен Бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 24-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызджа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызджа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызджа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На сегодняшнем занятии мы с вами выучим несколько скороговорок. Отрепетируем 3 очень важных звука. Звук «к», звук «о» и звук «к». И закрепим полученные знания с помощью диалога. Отрепетируем произношение этих звуков, а также многих других. Давайте не будем откладывать и приступим к занятию. Итак, для начала мы с вами освоим скороговорки. Давайте вспомним, как сказать скороговорки на абазинском языке. Аласфяраква. Скороговорки на абазинском языке. Аласфяраква. Давайте повторим еще раз. Аласфяраква. Давайте обратим внимание на то, какие звуки мы встречаем в этом слове. Мы видим звук «х». Звук «х» выделен голубым. Звук «х» пишется как «х», палочка «в». «Х», палочка «в». Произношение этого звука мы запоминаем с помощью слова «трава». Трава на абазинском языке «хра». «Х», «хра». Звук «к» выделен красным. Мы его запоминаем с помощью слова «крыша». Крыша на абазинском языке «к». Пишется звук «к» как «к», «в». Давайте еще раз повторим. Аласфяраква. Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «трава». «Хра». Звук «к» с помощью слова «крыша». «К». Молодцы! Теперь давайте приступим к первой скороговорке, которая у нас запланирована на сегодняшнем занятии. Сомг и сомг и сомг и хсомг. Сомг и хсомг и пшсомг. Здесь, как видно, мы репетируем произношение звука «к». «К». Давайте еще раз прочитаем. Сомг и сомг и сомг и хсомг. Сомг и хсомг и пшсомг. Сомг и сомг и сомг и хсомг. Сомг и хсомг и пшсомг. Молодцы. Отрепетировали произношение звука «к». Звук «к» мы с вами запоминаем с помощью слова «калина». Калина на абазинском языке «карма». «К» – «карма». То есть, если мы с вами пишем какое-то слово, и нам встречается звук «к», и вдруг мы с вами засомневались, как пишется этот звук, мы с вами легко можем вспомнить звук «к» с помощью слова «карма». Мы вспомним «к», «карма», и, конечно, у нас перед глазами возникнет эта картинка, это слово, и проблема будет решена. Вот с какой целью мы с вами из урока в урок повторяем эти слова-подсказки. Теперь давайте, пока нам встретилась такая хорошая скороговорка, давайте вспомним еще, как мы считаем предметы класса вещей. Обратите внимание, тут мы говорим сомг и сомг, ну это имеется 1 рубль, да, потом сомг, и потом мы еще видим пшсомг. Какая логика построения этих, значит, слов? Сомг – это 1 рубль, хсомг – 3 рубля, пшсомг – 4 рубля. Как мы это понимаем? Сомг – это мы просто знаем, что это 1 рубль. Хсомг – это мы видим, что звук х – это корень слова хпа, 3, да? Мы его присоединили к слову сомг, рубль. Так у нас получилось 3 рубля. В слове пшсомг логика та же самая. Пш – это корень слова 4, пшба. Мы его присоединили к слову сомг. У нас получилось 4 рубля. Это мы просто вспомнили.
Теперь давайте мы сейчас с вами отрепетировали звук К, а теперь будем двигаться к следующему звуку. Звук К. Акоква куэкуит. Скваква ласашко колкуит. Акоква куэкуит. Скваква ласашко колкуит. Еще раз, это не такой уж простой звук, давайте с вами его еще раз отрепетируем. Акоква куэкуит. Скваква ласашко колкуит. Итак, как мы с вами образуем звук О? Мы с вами умеем произносить звук К, да, как на прошлом слайде. К-карма. Это не такой уж сложный звук. Звук К тоже не очень сложный, если мы умеем произносить звук К-карма. Значит, как мы его произносим? Мы, отталкиваясь от того, как мы произносим звук К, немножко округляем губы. Потренируйтесь. И у нас получается что-то близкое к звуку О. Попробуйте. К, а если мы округляем губы, получается О. О. Потренируйтесь. О. Сразу напомню, что звук О мы запоминаем с помощью слова комж. Комж. Комж, что это такое? Это национальная мужская бадинская одежда. Это мы все уже, думаю, выучили. Но на всякий случай я напоминаю. Теперь смотрите, давайте еще раз отрепетируем звук К. К, да, это как в слове К-карма. Звук К, это мы произносим, отталкиваясь от того, как мы произносим звук К, округляем губы и получаем звук К. Теперь, когда мы поняли, как мы произносим этот звук, давайте еще раз прочитаем эту скороговорку. И теперь, еще раз просто потренируемся в произношении этого звука. Акоква куэкуит. Скваква ласашко колкуит. Акоква куэкуит. Скваква ласашко колкуит. Молодцы. Хорошо потренировались. Теперь давайте... Акоква – это кукушка. Куэкуит – кукует. Скваква – это имя. Лоса – это шерсть. Луккуит – это чесать шерсть. Шкоку – это, конечно, белый. Итак, отрепетировали звук К. Двигаемся до... Ой, смотрите, мы забыли отрепетировать звук Т. Звук Т мы тоже встречаем в этой скороговорке. И запоминаем мы его с помощью слова сова. Т. Угу. Теперь уже точно переходим к следующему звуку. Звук К. К. Звук К очень простой звук. Мы его, смотрите, мы умеем с вами произносить звук К. К-карма. Звук К очень легко образуется от звука К. Просто нужно немножко со смягчением произнести звук К. К. Видите, легко, да, проследить связь. Теперь давайте прочитаем эту скороговорку. Кягуа, кягуа, кябарина. Кягуа, кягуа, кябарина. Давайте еще раз. Очень веселая скороговорка. Кягуа, кягуа, кябарина. Кягуа, кягуа, кябарина. Еще раз давайте потренируемся. Кягуа, кягуа, кябарина. Кягуа, кягуа, кябарина. Молодцы. Значит, звук К. Обратите внимание на то, как он пишется. Пишется он как К, палочка, мягкий знак. То есть, когда мы говорим, что мы образуем этот звук от звука К со смягчением, то это отображается и в письме тоже. Видите, у нас звук К, мягкий знак. Естественно, мягкий знак обозначает, что нужно звук К смягчить. Да? Легко, видите, как разобраться легко. Тут, в общем-то, есть, если мы немножко будем внимательны, то можно сказать, что все написано. Итак, звук К мы с вами запоминаем с помощью слова кузнечик. Кяуа, кяуа. Звук Г мы встречаем здесь тоже не раз в этой скороговорке, звук Г. Обратим внимание, как пишется звук Г. Г-В. Да? И запоминаем мы его с помощью слова сердце. Г. Кягуа – это короткий, кябарина – это оборочки такие на платье. Молодцы, молодцы. Теперь мы с вами переходим к правилам чтения. Правила чтения на абазинском языке
Ахарывква ргапхяща. Давайте повторим. Ахарывква ргапхяща. Молодцы. А теперь давайте вспомним, попробуем хотя бы вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение выделенных букв. Первая буква, которая нам встречается, это буква Х. Посмотрите, как она пишется. Х, палочка. Запоминаем мы ее произношение с помощью слова груша. Ха. Дальше мы видим звук К. Подумайте, вспомните, с помощью какого слова мы с вами запоминаем произношение звука К. Я пока напомню, пока вы думаете, напомню, что звук К пишется как К, В. А произношение этого звука мы запоминаем с помощью слова крыша. К. Дальше мы видим звук Г. Подумайте, попробуйте вспомнить, с помощью какого слова мы запоминаем произношение звука Г. А я пока напомню, что звук Г пишется как Г-палочка, Г-палочка. И запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова весна. Апн, апн, весна. И, наконец, звук Х. Х. Подумайте, с помощью какого слова можно запомнить произношение звука Х. Звук Х пишется как Х мягкий знак. Х мягкий знак. Конечно, с помощью слова золото. Хапщ. Х, хапщ. Теперь приступим к правилам чтения. Значит, здесь, в этом разделе, мы с вами еще раз отрепетируем произношение звуков К, К, К. На примере, просто отличие будет в том, что мы отрепетируем на примере просто простых слов, чтобы нам легче было отрепетировать и легче было запомнить. Начнем со звука К. Давайте прочитаем, что написано на слайде. Кас – платок, камбыста – капуста, картоф – картофель. Еще раз давайте прочитаем. Кас – платок, камбыста – капуста, картоф – картофель. Давайте вы запишите, а я вам еще раз прочитаю. Кас – платок, камбыста – капуста, картоф – картофель. Кас – платок, камбыста – капуста, картоф – картофель. Молодцы! И сейчас, не отходя от кассы, как говорится, давайте сразу вспомним, с помощью какого слова мы запоминаем произношение звука К. Подумайте. Звук К пишется как К-палочка. Произношение этого звука мы запоминаем с помощью слова корма, калина, конечно. Корма, К, корма. Здесь мы встречаем еще звук Т. Давайте не будем игнорировать его и попробуем вспомнить, с помощью какого слова мы запоминаем произношение звука Т. Пока вы думаете, я вам напомню, что звук Т пишется как Т-палочка. Т-палочка – это звук Т. Произношение этого звука мы запоминаем с помощью слова сова. Конечно же. Теперь, когда мы отработали произношение звука К, и у нас не осталось сомнений о том, как произносится этот звук, перейдем к следующему звуку. Звук О. Посмотрим, какие слова нас здесь ждут. Шкопа – белый, чкон – юноша, кошара – танец. Шкопа – белый, чкон – юноша, кошара – танец. Шкопа – белый, чкон – юноша, кошара – танец. Молодцы! Давайте вспомним, что звук К пишется как К, палочка, В. К, палочка, В. Это звук К. К. Как мы запоминаем произношение звука К? С помощью слова омж. Омж – национальная грузинская мужская одежда. Омж.
Как мы произносим, как правильно произнести звук О. Посмотрите, мы с вами умеем произносить звук К, как корма, а звук О мы произносим как звук К, немножко просто округляя губы при произношении. И легко получится этот звук. Вот попробуйте произнести К, округляя губы. О. Сразу получится этот звук. О. Видите? Ничего сложного. Требует, конечно, некоторой тренировки, если, например, вы совсем вам не говорите на родном языке. А если немножко говорить, то очень легко, я думаю, пойдет дело. Давайте еще раз прочитаем. Шкоко – белый, чкон – юноша, ашара – танец. Молодцы. Теперь давайте отрепетируем последний звук, который мы хотим сегодня выучить на сегодняшнем занятии. Звук К. Сразу посмотрим, как он пишется. К, палочка, мягкий знак. К, палочка, мягкий знак. О чем нам говорит написание этого звука? О том, что мы этот звук должны прочитать как звук К, как арма, только со смягчением. О смягчении нам говорит мягкий знак. Да? Так, давайте попробуем К, карма, а если мы хотим смягчить этот звук, то получается этот звук К. Правильно? К. Молодцы. Губы растягиваются как при улыбке, когда вы произносите этот звук. К. Итак, давайте прочитаем. Кядыг, квартал, кеда, отдельный, кява, кузнечик. Кядыг, квартал, кеда, отдельный, кява, кузнечик. Кядыг, квартал, кеда, отдельный, кява, кузнечик. Еще раз давайте прочитаем. Кядыг, квартал, кеда, отдельный, кява, кузнечик. Молодцы. Вот мы с вами отрепетировали звук К. Звук К мы с вами запоминаем с помощью слова кузнечик. Да? Ке-кява, ке-кява. И раз уж тут на этом слайде мы встречаем звук Г, давайте вспомним, с помощью какого слова мы запоминаем произношение этого звука. С помощью слова сердце. Г. Молодцы. Очень хорошо поработали. Теперь у нас с вами на очереди диалоги. Так, давайте сначала вспомним, как мы говорим диалоги на абазинском языке. Давайте вспомним. Айчажараква. 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 Потренировали произношение этого слова. Давайте теперь вспомним, с помощью каких слов мы с вами запоминаем выделенные буквы. Давайте, пока я говорю, вы попробуйте вспомнить. Звук Ч мы пишем как Ч-В. Запоминаем мы его с помощью слова постель. Чарта. Чарта. Звук Ж мы пишем как Ж-В. Запоминаем мы его произношение с помощью слова корова. Ж. И звук К пишем как КВ, а запоминаем его произношение с помощью слова крыша. К. Давайте приступим к диалогам. Алло, узчажума? Сызчажит. Ячея ептахаз. Алло, можешь говорить? Да, могу. А что? Алло, узчажума? Сызчажит. Ячея ептахаз. Еще раз давайте прочитаем. Алло, узчажума? Сызчажит. Ячея ептахаз. Так, значит, обратим внимание на звук Ч, который встречаем здесь, да? Звук Ч, чарта. Дальше мы видим звук Ж, как в слове корова, Ж. Звук Т, как в слове сова, Т. Ячия, звук Ч, как в слове яблоко, ча. И звук Х в слове ептахаз. Мы видим звук Х, как в слове кхалпа, кхалпа. Пишем как Х твердый знак. Алло, узчажума? Сызчажит. Ячия ептахаз. Ячия ептахаз можно перевести как «а что?», а буквально означает «что ты хотела?». Да? Давайте дальше узнаем, что происходит в диалоге. Щебжан чарау айхвашма.
Шта снайхвашт. Приедешь на обед? Да, приеду. Шибжан чарау айхвашма. Шта снайхвашт. Приедешь на обед? Да, приеду. Шибжан. Обеденное время. Шибжан чара. Обедать. Уайхвашма. Уайхвашма. Приедешь ли ты домой, да? Шта, да, снайхваш, да, приеду. Звук ж мы запоминаем с помощью слова жира, кузница. Звук г мы запоминаем с помощью слова весна, гапн. И звук т мы запоминаем с помощью слова сова, т. Давайте еще раз прочитаем. Шибжан чарау айхвашма. Шта снайхвашт. Шибжан чара айхвашма. Шта снайхвашт. Приедешь на обед? Да, приеду. Янбаку асахат авбаквак аннадзара. Когда? Около 2 часов. Янбаку асахат авбаквак аннадзара. Когда? Около 2 часов. Янбаку асахат авбаквак аннадзара. Когда? Около 2 часов. Обратим внимание на звук он же. Звук х, ха. Звук в, вера. Звук к, крыша, да? Звук к, корма. Звук дз, вода. Давайте еще раз прочитаем. Янбаку асахат авбаквак аннадзара. Когда? Около 2 часов. Яуашт хвоз пшит бзила. Яуашт хвоз пшит бзила. Хорошо, ждем, пока. Яуашт хвоз пшит бзила. Яуашт хвоз пшит бзила. Звук т в слове яуашт мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Хвоз пшит. Звук х мы запоминаем с помощью слова груша. Ха. Давайте еще раз прочитаем. Яуашт хвоз пшит бзила. Хорошо, ждем, пока. Молодцы. На этом мы диалог с вами закончили. Теперь давайте выучим некоторые новые слова, которые нам встречались в этом диалоге. Чажера – говорить. Чажера – говорить. Гайхра – вернуться, возвращаться. Чажера – говорить. Гайхра – вернуться. Звук ч в слове чажера мы запоминаем с помощью слова кровать, постель. Ч, чарта. Звук ж мы запоминаем с помощью слова корова. Ж. И звук г мы запоминаем с помощью слова апн, весна. Чажера – говорить, гайхра – вернуться. Молодцы. Теперь и еще группа слов, которые мы сегодня с вами выучили. Янбаку – когда. Азпшра – ждать. Шибжанчара – обедать. Янбаку – когда. Азпшра – ждать. Шибжанчара – обедать. Звук ко в слове янбаку мы запоминаем с помощью слова онже. Онже. Шибжанчара. Звук ж мы запоминаем с помощью слова жира. Кузница. Жира. Янбаку – когда. Азпшра – ждать. Шибжанчара – обедать. Он же жира. Молодцы. Очень хорошо потрудились. Мы с вами сегодня выучили произношение звуков к, ке, отрепетировали их произношение с помощью скороговорок и потренировались на диалоге. Итак, на этом наше с вами занятие завершается. Прежде чем с вами попрощаться, хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки
будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза БСЖ и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза БСЖ, ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах